Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. И это передача «Другие новости». Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия Сардана Гурьева посетила межрегиональную благотворительную общественную организацию «Линия жизни». На протяжении уже 11 лет межрегиональная общественная благотворительная организация социальной адаптации граждан «Линия жизни» оказывает поддержку тем, кто столкнулся с серьезными жизненными трудностями. Людям без постоянного места жительства, лицам, освободившиеся из мест заключения, и те, кому необходима помощь в сложной жизненной ситуации, содействие в оформлении документов, трудоустройстве или получении медицинской помощи. Организация регулярно принимает участие в акции «Измени жизнь», инициируемой уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия совместно с Министерством внутренних дел России по Якутии. Сказать заинтересованность в том, что мой супруг, руководитель организации, он сам когда-то нуждался в подобной помощи и получил помощь в похожей организации. Впоследствии, когда, соответственно, преодолел проблемы свои, он решил создать свою собственную организацию, в которой помогать таким же нуждающимся людям. Вот в этом движении, в благотворительном, в помощи, то есть помогая другим, соответственно, человек и помогает себе в том числе. То есть у него есть чем заниматься, есть смысл жизни, хоть и не просто такую деятельность вести много лет, потому что контингент у нас сложный, но тем не менее справляемся, работаем. Сардана Михайловна Гурьева, уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия, посетила межрегиональную благотворительную общественную организацию «Линия жизни». Этот визит стал логическим продолжением многолетнего и плодотворного сотрудничества в рамках акции «Измени жизнь». Совместными усилиями организация и аппарат уполномоченного помогают людям обрести временное пристанище, восстановить моральные силы и успешно вернуться к нормальной жизни, преодолев кризисные обстоятельства. Общественная организация «Линия жизни» Андрей Викторович и Оксана Минахматовна продолжает очень свою благородную, добрую деятельность, помогать людям. Особенно сейчас эта работа, она крайне важна. Когда мы начинали 8 лет тому назад, познакомились, общественная организация была буквально 3 года работы, за эти годы окрепли, оказана помощь более 1000 гражданам, наши медицинские организации открыли свои двери. Организация «Линия жизни» стала обладателем множества грантов, начиная от главы города и заканчивая грантами президента Российской Федерации. Это очень мощный опыт, который приобрела общественная организация, потому что на самом деле это, конечно, реальный механизм оказания помощи. Проекты были самые разные. Это и участие в нашей социально-благотворительной акции «Путь дома», которая сейчас называется «Измени жизнь», и вплоть до просто накормить голодных людей. Поэтому, конечно, благотворительность – это огромная сила. И мы очень благодарны нашим друзьям, нашим коллегам, нашим партнерам, команде «Линия жизни» Андрею Викторовичу, Оксане Минахматовне за такую реальную помощь и поддержку наших людей, которые нуждаются действительно в помощи. Для достижения этих целей «Линия жизни» реализует ряд проектов. Проект «Перезагрузка» направлен на ресоциализацию подопечных через индивидуальное наставничество. Он помогает решать конкретные проблемы, начиная от бытовых и юридических вопросов до содействия в поиске работы. В Центре социальной адаптации «Линия жизни» предоставляется временное проживание, трехразовое питание, сезонная одежда и обувь. Оказывается помощь в восстановлении утраченных документов, организуются медицинские осмотры, а также оказывается содействие в трудоустройстве и поиске временной занятости. Какое-то процентное соотношение людей, которые сами хотят, они желают начать новую жизнь, им нужно просто протянуть руку помощи вовремя. То есть они готовы сделать эти шаги навстречу новой жизни. Проект «Твой дом» предполагает персональные консультации со специалистом по социальной работе. На этом этапе разрабатывается индивидуальный план реабилитации, определяющий необходимые шаги для возвращения человека к полноценной жизни, восстановления навыков самообслуживания и организации досуга. Размещение в центре возможно при наличии свободных мест, отсутствии медицинских противопоказаний и при условии, что организация в состоянии оказать необходимую помощь в данной конкретной ситуации. В деятельности организации активно задействованы волонтеры, среди которых немало тех,
кто успешно прошел программу социальной адаптации. Не опускать руки, не думать, что мир не без добрых людей. Есть люди, которые тебе помогут. И самое главное, стараться не употреблять алкоголь и не возвращаться к старым плохим связям. Потому что это притянет, как говорится, в могилу. Вот самое главное. И не терять надежду и веру, что все будет хорошо. И если есть помощь, то значит от тебя зависит все остальное. В свете текущих событий линия жизни расширила сферу своей деятельности, включив в нее помощь участникам специальной военной операции. В рамках визита Сардана Гурьева провела личный прием одного из ветеранов СВО, временно проживающего в Центре адаптации «Линия жизни». Мы знаем, сегодня уже организация оказывает помощь парню, участнику СВО. Мы с ним пообщались, который приехал из района, жить было негде. И вот организация «Линия жизни», она приютила, подарила свое материнское тепло. И, в принципе, помощь оказывается. Парень лечение получает. Тоже будем помогать по мере сил со стороны нашего правозащитного института. То есть с точки зрения интегрирования в систему социальной реабилитации участников специальной военной операции, которые прибыли, то есть ветеранов боевых действий, мне кажется, опыт линии жизни был бы и в этом направлении полезен. На мой взгляд, надо вот в системе социальной реабилитации очень мощно предусмотреть участие социально ориентированных НКО, и тогда и государство будет, с одной стороны, обязано оказывать помощь этим НКО. Кроме того, руководство организации акцентировало внимание на проблеме благоустройства подъездных путей к приюту. В настоящее время эти расходы ложатся на плечи некоммерческой организации, что отвлекает значительные средства от основной деятельности по оказанию помощи нуждающимся. Вопрос взят в работу. Я вижу перспективу развития линии жизни как мощного центра НКО, по аналогии центра «Ночлег». Это очень мощная некоммерческая организация в городе Санкт-Петербурге, которая тоже имеет не одну десятилетнюю историю оказания помощи людям. И Оксана Минахматовна с Андреем Викторовичем были в этой организации. Поэтому, мне кажется, их модель и их опыт тоже был бы применен у нас на территории нашей республики.